як инсон роҳи худро ба сӯи муваффақият аз кӯдакӣ оғоз мекунад. барои Лола Раҷабова низ ин роҳ аз шавқу муҳаббат ба рақси варзишӣ оғоз ёфт. Лола имрӯз 19 сол дошта, яке аз ҷавонони фаъолу муваффақи кишвар ба ҳисоб меравад. В целом, с детства я всегда была очень активным ребенком. Я постоянно бегала, прыгала, все себе ломала. И в какой-то момент мои родители решили, что нужно отдать меня на что-то активное. И когда мне было 6 лет, они услышали про новую эру, про школу танцев, и они решили отдать меня туда. И, соответственно, с первого урока мне там очень понравилось, и я продолжила заниматься, и по сей день занимаюсь. Это была инициатива больше, наверное, моя, потому что ребенок был очень гиперактивный. Она не могла дома спокойно ходить. Она с самого детства любила показывать нам представления в семейном кругу. Каждые выходные у бабушки дома устраивала театр, раздавала нам билеты, приглашала на свои представления. Очень любила прыгать, скакать, какие-то номера сама придумывала. Некуда было девать энергию. До школы у нас был и на руке лангет, и на ноге, и голову мы разбивали от того, что была слишком такая активная. И поэтому, чтобы вот куда-то девать энергию, я вообще хотела, чтобы она занималась спортивной гимнастикой, но, к сожалению, поблизости ничего не было. Секция где-то находилась очень далеко, они куда-то переехали, тяжело было отвозить. Мы сначала занимались шахматами какое-то время, потом вместо спортивного кружка мы решили занять ребенка танцами. Она очень рано заговорила. В год она уже очень хорошо разговаривала, знала стихи. К 2-3 годам уже она стихи учила, говорила стихи, и причем такие длинные стихи. У нас вот видео есть, все, мы часто смотрим. И она была и озорная, и, можно сказать, и серьезная девочка. Очень такая рассудительная, не по возрасту. Бегала туда и сюда, вот она ни секунды, вот даже когда она ко мне приходила, она играется, чем-то занимается, и говорит: бабочка, мне скучно, что мне сделать? Я говорю: господи, ну что же, мы вроде с тобой и поиграли, и все сделали. Она говорит: а можно лепешки сделать? Я говорю: как? Я говорю: было вот вечером поздно. Она говорит: я сделаю, вы только скажите. Она еще в школу не ходила тогда. Она сидела, вымешивала тесто. И в итоге вот с моей помощью мы вдвоем получились 2 кульчашки. ҳанӯз дар синни хурдсолӣ ӯ ба ин намуди варзиш рӯ оварда, бо заҳмату талош маҳорати худро сайқал дод. солҳо сипарӣ шуданд, аммо меҳру муҳаббати ӯ ба рақси варзишӣ ҳамон нобоқӣ монд ва ӯро ба қуллаҳои нав расонд. Ее путь, карьеру вот в танцах мы начинали с ней вместе. Как-то я неосознанно привлеклась, да, к этой ее хобби большому, которое сейчас она очень искусно, я считаю, талантливо развивает. Мы ходили с ней изначально на группе, я ее приводила, она занималась, потом обратно. Она показывала прекрасные результаты. Я помню, как ее тренера всегда изъявляли желание ставить ее в пример другим, и на танцевальных площадках ее всегда ставили в передние ряды. Первый раз меня туда привела моя мама вместе с бабушкой. Они привели меня вместе. И я увидела эту атмосферу. Я сначала посмотрела, как проходит в целом тренировка. Мне очень понравилось, потому что детки веселились. Это выглядело очень весело, очень энергично. Мне очень понравилось тогда в 6 лет. И поэтому я решила, что буду ходить. Мы с ней познакомились на как раз-таки тренировках в Новой Эре, когда нам было по 9 лет. И особенно сблизились мы во время пребывания в летнем танцевальном лагере, который опять-таки проводила Новая Эра. Мы с ней постоянно бегали друг к другу в номера, просили вечно старших ребят сходить нам за мороженым, убегали от кого-то, вместе ходили в бассейн и так далее. В тот момент мы как раз-таки очень хорошо подружились. Потом мы немножко разошлись в какой-то момент. Но когда мы в 12 лет снова вернулись в Новую Эру, я снова увидела Лолу, мы сразу же узнали друг друга и были очень рады этой встрече. Мы ходили раньше в один садик, но из-за того, что она на год младше меня, она была в младшей группе, скажем так, я заканчивала, она училась с моим братиком. Через какое-то время я попала в Новую Эру и также встретила ее. Но, наверное,
Первые 2-3 месяца мы с ней не были так близко знакомы. Через какое-то время у нас была поездка в Астану, скорее всего. И также нас опять Азиза собрала как команду. Также мы познакомились. дар паси ҳар як муваффақият дастгирии наздикон низ нақши муҳим дорад. модари Лола аз рӯзҳои аввал ҳамеша дар паҳлӯи ӯ қарор дошта, барои расидан ба орзуҳояш ба ӯ нерӯ ва боварӣ бахшидааст. Мама всегда поддерживает любые соревнования, она всегда за, чтобы я летела, развивалась, смотрела новое. Даже когда мы проигрываем, она обязательно скажет, поддержит, найдет слова поддержки, найдет слова такие, подбирает, чтобы мы двигались дальше. Она первый ребенок, первая внучка, у нас семья, она первенец. И в ее развитии, в ее становлении мы очень все вместе участвовали. Было до того, что вот все вот ее становление с детства до взрослости мы присутствовали в ее жизни, и она была, все ее соревнования, во всех этих. Мы, конечно, не ездили, но мы всегда болели за нее. дар тӯри фаъолияти варзишии худ Лола дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ ширкат варзидааст. соли 2019 дар озмуни байналмилалии Роза Востока дар шаҳри Тошканд соҳиби унвони лауреат гардид. ҳамон сол дар озмуни байналмилалии Шатик дар шаҳри Остона медали тиллоро ба даст овард. соли 2024 Лола Тоҷикистонро дар мусобиқаи байналмилалии фиджиталии бозиҳои оянда дар шаҳри Қазон намояндагӣ намуд. соли 2025 иштирокчии ҷоизаи байналмилалии кардо гардида, соли 2026 ба ҳайси финалисти интихоби миллӣ барои мусобиқаи Guerrilla Style Wars баромад намуд. имрӯз ӯ на танҳо варзишгар, балки чеҳраи шинохтаи соҳаи рақси муосир низ мебошад. Мои первые соревнования были в Ташкенте. Мне на тот момент было 12 лет. Мы поехали с командой. Нас было около 8-10 человек. И мы поехали на наши первые такие большие соревнования. И там мы сразу заняли место. Мы подготовили 2 номера, и один из наших номеров получил место. И после того, как мы сюда вернулись, мы почувствовали такое вдохновление от этого. Мы были очень вдохновлены, заряжены дальше заниматься танцами. И буквально через несколько месяцев мы поехали уже на следующие соревнования в город Астану, в Казахстан. Там мы тоже участвовали. Вот эта вся атмосфера, она очень заряжала и мотивировала двигаться дальше в этой сфере. Также мы после этого дважды летали в Россию. Один раз в город Казань, один раз в город Ставрополь. Мы летали на различные соревнования. И каждый раз это что-то новое. Это новый опыт, это что-то интересное. Всегда на каждых соревнованиях есть какие-то там свои индивидуальные отличия. И все равно то, что я летала с командой, мы очень сплотились за это время, мы все очень подружились. И поэтому хотелось летать вот так всем вместе, круто проводить время, получать от этого только позитивные эмоции. Был вопрос о том, что отпускать ребенка в 11 лет. Да, там был педагог, тренер у нас, и одна родительница. Мы долго решали с ее отцом, отпускать или нет, но, слава богу, наверное, мы решили, что надо, чтобы она поехала. Это опыт, это расширение кругозора, мировоззрения. Это более самостоятельно. Ну, она вообще, как старший ребенок, наверное, очень самостоятельная с детства была, поэтому в плане того, что она справится без нас, сомнений не было. Было только то, что мы будем беспокоиться, потому что она далеко на такое время от нас уезжает. И вот первое участие и первая победа, они получили гран-при на этом фестивале.
Мы участвовали в международном фестивале, который проходил в Ташкенте, «Роза Востока 2019». Там мы заняли гран-при. Мы участвовали в конкурсе «Шатык», который проходил в Алматы, опять-таки в 2019 году. Там мы тоже заняли призовое место, гран-при. И вместе мы участвовали в различных батлах, которые происходили в нашем городе. Это батлы от Гориллы Slide and Sound. Это батлы, которые тоже организовывала Горилла, который называется Style Wars. Вот. И буквально в прошлом году мы летали вместе в Ставрополь на международный фестиваль «Кардо». На самом деле мы и в Астане, и в Ташкенте, и в Казани. Мы здесь выигрывали. В Ставрополе, к сожалению, не было призовых мест, так как конкуренция была достаточно сильная. Мы посмотрели на масштабы, мы посмотрели на разных танцоров, научились чему-то. И благодаря этому мы решили, что нужно продвигать дальше, учиться чему-то новому, потому что коммуникация — это самое главное, мне кажется. И в дальнейшем, надеюсь, будет больше побед. лола раҷабова аз ҷумлаи варзишгарони фаъол ва умедбахш ба ҳисоб меравад. ӯ дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ борҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардидааст. ҳар як пирӯзии ӯ натиҷаи меҳнати пайваста, иродаи қавӣ ва садоқат ба касби дӯст доштааш мебошад. Прежде чем стать членом сборной команды, нужно определенный срок находиться уже как раз-таки в учениках «Новой эры». И изначально мы были членами детской сборной команды «Новая эра», которая выезжала как раз-таки в таком составе в Узбекистан на конкурс «Роза Востока» и в Алматы на конкурс «Шатык». Тогда мы заняли призовые места. Постепенно мы начали расти с ребятами, и когда наступил определенный возраст, меня и Алину перевели в сборную команду, а Лолу, к сожалению, пока что нет, потому что Лола выглядела немного младше нас, из-за чего она очень сильно переживала, ведь она прикладывала такие же усилия, как и мы, ведь она была с нами практически на одном уровне, она была очень расстроена из-за этого, но я очень рада, что в тот момент она не остановилась, не бросила танцы, а лишь работала и работала для того, чтобы доказать всем, что она действительно достойна находиться в старшей сборной, и буквально через пару месяцев она стала членом сборной команды, как и мы. У меня были моменты, когда мне казалось, что у меня не получается. Это вот этот переходный возраст, 13 лет, мне казалось, что у всех лучше, чем у меня. Я думала, это не мое, я переставала ходить, но максимум меня хватало на пару месяцев, потом мне все равно хотелось вернуться, и поэтому я возвращалась. Мотивировали девочки, которые были постарше. Я смотрела на каких-то зарубежных танцоров на ютубе всегда, смотрела вот это все. Я восхищалась, думала, вау, круто, я тоже так хочу, и поэтому продолжала ходить, чтобы научиться так же. В жизни дается все так хорошо, так легко. Она очень... Это, конечно, ее заслуга. Она может не готовиться к экзаменам, но сдать его очень хорошо. Не готовиться к танцам и станцевать очень хорошо. Как-то вот у нее вот эта легкость в характере очень мне нравится. аммо ҷаҳони лола танҳо ба варзиш маҳдуд намешавад. ӯ аз овони кӯдакӣ ба фанҳои дақиқ низ шавқи зиёд дошт. арифметикаро хеле хуб аз худ намуда, дар олимпиадаҳои гуногун фаъолона иштирок мекард. иштироки ӯ дар олимпиадаи байналмилалии менталӣ дар Федератсияи Русия далели равшани донишандӯзӣ ва қобилияти баланди ӯ мебошад. Она где-то была в 3 классе, ее отвезли в Москву. И она там тоже это призовое место заняла. Она параллельно считала в уме и параллельно собирала кубик Рубика. Очень легко ей дается это. Ну, это, видимо, генетика или что, не знаю, склад ума такой. И танцует хорошо, параллельно вот она танцует. В общем, она настолько радует. И вот что, если сказать, вот то, что мама сказала, все так же. Да, я тоже это все подтверждаю. Очень рассудительная, добрая, внимательная, справедливая девочка. Я считаю, что спорт очень помогает науке. Почему? Я вам сейчас скажу, особенно танцы. Когда человек танцует, да, это уже научно и доказано, что человек должен воспринимать музыку, да,
еще движение запоминать. А когда ты запоминаешь, мозг очень хорошо развивается. Это очень хорошо помогает в дальнейшем науке. Я думаю, что из-за того, что у нее и в науке хорошо, в спорте у нее хорошо, и из-за того, что у нее в спорте хорошо в науке. Я думаю, что это взаимосвязано. Мне запоминаются ее, знаете, младенческие годы, когда она только родилась. Она очень, как если меня, по моему мнению, была таким спокойным ребенком. Она могла прочитать книгу несколько раз и выучить строки, то есть она некоторые стихи цитировала буквально просто так, знаете, среди бела дня. В ней есть этот талант, она очень быстро запоминает. ҳоло ӯ донишҷӯи курси якуми равияи математикаи амалӣ ва информатикаи филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов дар шаҳри Душанбе мебошад. имрӯз низ ӯ ҳамчун донишҷӯи фаъол дар машғулиятҳо ва чорабиниҳои донишгоҳӣ иштироки фаъолона дорад. Раджава Лола учится у нас на первом курсе прикладной математики и информатика. Девочка очень развитая, интеллектуальная, участвовала в многих, скажем, олимпиадах, конкурсах. Даже в прошлом году, в 2025 году, участвовала в чемпионате по программированию. Очень хорошо танцует, спортивные танцы. Она также участвует на, скажем, внутренней нашей филиала и вне филиала. Девочка очень развита, спокойная. Во всех занятиях посещает вовремя. Учится она хорошо и отлично. Каждый день я хожу в университет. С утра у меня пары, занятия. После этого у меня тренировки. Чаще всего почти сразу. Я тренируюсь почти каждый день. Мы тренируемся по 2-3 часа. Потом я возвращаюсь домой, делаю какие-то свои уроки, задания с университета, ложусь спать. На утро все то же самое. Но мне кажется, из-за того, что я занимаюсь любимым делом, меня это не утомляет. Лола и мы познакомились на конкурсе «Магии талантов», который проходила у нас в филиале, который ежегодно у нас проходит. И Лола в ней участвовала и заняла первое место. Я как руководитель творческого коллектива филиала сразу пригласил ее к нам, чтобы она уже выступала на мероприятиях данного вуза. Любая деятельность творческая, она всегда помогает в учебе и даже в науке. лола ҳамеша барои рушди шахсӣ талош мекунад. ӯ дар маҳфилҳо, чорабиниҳои фарҳангӣ ва илмӣ фаъолона иштирок намуда, донишу маҳорати худро такмил медиҳад. омӯзгоронаш аз он ифтихор доранд, ки чунин шогирди донишманд бо истеъдод ва ҳамаҷониба рушд ёфта доранд. Наши студенты не только они учатся, как бы принимать знания, профессии, навыки, они также развивают и в спортах, и, скажем, по программированию, по математике. Девочка очень спокойно развивается, и нету трудностей, скажем, в учебе. Да, где-то бывают трудности, мы их поддержим, помогаем. Она участвовала во всех мероприятиях, можно сказать, которые у нас есть, так как филиал соответствует, скажем так, всем праздничным мероприятиям нашей страны и также и Российской Федерации, поэтому все мероприятия, которые у нас проходят, они и творческие, и научные. Она, можно сказать, во всех принимала участие, так как ее участие было необходимо. Она очень классно танцует, скажем так, и всем зрителям это нравится. бо вуҷуди дастовардҳои зиёд, лола шахси оромтабиат, хоксор ва меҳрубон мебошад. ин хислатҳо ӯро миёни ҳамкурсон ва дӯстонаш соҳибэҳтиром гардонидаанд. Зная ее амбиции и, опять же, трудолюбие, мне кажется, что она еще заявит о себе всему миру. И она сама это знает, вот, уверена в себе. И также и мы, люди, которые ее окружают, мы в этом уверены. Ее искренность также играет ключевую роль не только в ее личности, но и в деле, которым она творит. Потому что она делает это не через силу или через то, что, допустим, ее заставляют. Нет. Она это делает, потому что действительно сама искренне этим горит и любит свое дело. Лола на самом деле очень
честный, искренний и трудолюбивый тренер. Она изо всех сил старается уделить каждому внимание, уделить время во время, допустим, тренировок, потому что у всех свой график, у всех свои работы, и она старается под каждого, считай, построиться, чтобы всем было комфортно, удобно. Во время выступления мы все как команда стараемся друг друга поддержать. Лола с достоинством умеет принять поражение. Но в первую очередь, когда это происходит в моменте, когда это, например, баттлы, бывает такое, то, что Лола сама не проходит в селект, не проходит на следующий уровень, а кто-то из нас, из ее очень близких друзей или учеников проходит дальше. Она в этот момент забывает о том, что что-то там пошло не так, она просто садится, болеет за нас, всячески поддерживает, несмотря на то, что сама она в этот момент, понятное дело, расстроена, так как каждый себя бы чувствовал так на ее месте. Конечно же, после мы разговариваем, обсуждаем, но Лола очень мудро поступает в такие моменты, она просто рассуждает, пытается понять свои ошибки и работать над ними. Очень уравновешенная, спокойная. Во всех спорах, какие, если по, скажем, дисциплине бывает, да, она отстаивает, доказывает. И также очень хорошо общается с преподавателями, потому что у нас не только местные, у нас московские преподаватели. Она очень взаимопонимание есть, языка, знание языка очень хорошее у нее. И русский язык, и таджикский язык, и английский, насколько я знаю. Желаю для Лолы, конечно, удачи в жизни, чтобы больше она еще развивалась, брала все основные те навыки, которые она усваивает и берет в профессию, в дальнейшем она могла их применить. имрӯз Лола на танҳо варзишгар, балки ҳамчун мураббӣ низ фаъолият мекунад. Аз соли 2023 ҳамчун мураббии студияи рақсии Новая Эра фаъолият намуда ба наврасону ҷавонон нозукиҳои ин санъату варзишро меомӯзонад. Барои ӯ ҳар як пешрафти шогирдон мисли дастоварди шахсии худ арзишманд аст. Прекрасно ставит танцы. Вот многие танцы, которые сейчас в эфирах, всегда меня спрашивают, многие мои коллеги на работе спрашивают, мои знакомые, подруги, до чего красиво, до чего необычно, настолько девочки двигаются синхронно, откуда кто ставит такие танцы, и мне очень гордо заявить о том, что это наша вот девочка, моя племянница. На данный момент это также моя работа. Мои ученицы. Мне очень нравится учить их чему-то. Мне нравится вот это чувство, когда я даю какую-то искру детям. То есть, когда я вижу, что дети загораются, беря пример с нас, смотря на нас, они загораются тоже этим делом. Они тоже начинают любить танцы. Мне это очень нравится. У нее прокачала базу, кач, в принципе, весь хип-хоп, и я ей очень благодарна. Она может найти подход к каждому ученику любого возраста, и мне кажется, это очень хорошее качество для тренера. Она всегда гордится и поддерживает своих учеников. Благодаря нее я смогла поучаствовать на горилле Slide and Sound, заняла место в феврале 2025 в команде с девочками батла 3 на 3, заняла 4 место, и также мы прошли с моей командой в финал кей-поп-фестиваля. Лола Раджабова намунаи ҷавони муваффақест, ки тавонистааст варзиш, таҳсил ва фаъолияти ҷамъиятиро бо ҳам пайванд диҳад. ӯ исбот мекунад, ки бо меҳнат, дониш ва ирода метавон ба қуллаҳои баланд расид ва барои дигарон намунаи ибрат гардид. Во время тренировок Лола может поздравлять своих учеников, приносить подарки и устраивать сюрпризы. Также был случай, когда нас не раз с Лолой ставили друг против друга в баттлах, и это было очень неожиданно, поскольку мой тренер, я помню, она мне поддалась, благодаря нее я заняла 3 место на Girly Hip Hop, за что я очень благодарна, и также на Slide and Sound нас тоже ставили друг против друга, и Лола заняла 2 место. Не каждый человек может отдать 200, а также 300% своей энергии, так как Лола, потому что у нас, наверное, в месяц может быть по 4-5 заказов
Она старается каждому заказчику угодить, скажем так, узнать, что да как нужно, как правильно, как неправильно. И поэтому я считаю, что трудолюбивость человека, искренность, честность, верность студии, мне кажется, превыше всего. И то, что она любит танцы на все 200 и 300%, как я и говорила, мне кажется, это заслуживает большого уважения. Несмотря ни на что, там, если она поставит цель, то она идет к этой цели. Еще одна такая, наверное, особенность ее характера, она в силу того, что она такой разносторонний человек и творческий, но и в то же время она и в науке хорошо разбирается, она очень быстро переключается, переключает свое внимание от одного дела к другому. Но это и хорошо, потому что она может попробовать много чего в своей жизни. Я хотела бы, чтобы она стала примером для молодежи, потому что многие, может быть, ассоциируют, что танцы — это плохо или что-то, спорт — это плохо. Нет, всегда, когда человек чем-то увлечен, это всегда хорошо. Это дисциплина, это развитие мозга. И я хочу, чтобы она стала примером, вдохновением для будущего поколения. фаъолият ва дастовардҳои Лола берун аз доираи варзиш низ қадрдонӣ шуданд. мо ба Лола Раҷабова дар роҳи таҳсил, фаъолияти касбӣ ва варзишӣ комёбиҳои бозам бештар орзу дорем. бешубҳа дар оянда номи ӯро миёни ҷавонони муваффақ ва ифтихорофари Тоҷикистон хоҳем шунид.